Комментируя освобождение наших украинских моряков, вернее не освобождение, а решение Международного трибунала о необходимости освободить наших моряков, вы сказали, что Россия будет вынуждена это сделать. Вот почему такая уверенность, что будет вынуждена именно? Вы знаете, тут же все в комплексе нужно рассматривать, не только решение Международного трибунала. Я думаю, что все те составляющие процесса освобождения в течение полгода, все-таки Российская Федерация вынуждена будет принять... Алло. Алло. Да, вы слышите меня? Вот сейчас да. Да, значит, все-таки все те меры, которые были приняты Украиной и международным обществом для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию, все-таки это будет иметь завершение, что военнопленные моряки будут возвращены на родину. Потому что все-таки это довольно токсический груз для Российской Федерации. Они, наверное, какие-то свои процессуальные действия завершат, я думаю, но все-таки будут вынуждены отдать моряков. Тем более, что Международный трибунал, который принял такое решение, да, там есть возможность проведения дальше следствия, но все-таки иммунитет у наших военнопленных там зафиксирован, что предусмотрено Женевской конвенцией. Поэтому я думаю, что это, если до 25 июня не будут приняты какие-то шаги, то начнутся очередные санкции. Я думаю, что Российской Федерации это невыгодно. Еще одна тема, о которой мы хотим с вами поговорить, это состояние политического узника Кремля, арестованного оккупантами в Крыму, Эдема Бекирова. Его состояние здоровья катастрофическое, как сообщает его адвокат. Оно ухудшается. Вот с конца прошлой недели появились приступы удушья, кашель, откашливается даже с кровяными выделениями, как сообщает адвокат. Что мы можем предпринять, вернее, может быть, вы уже предприняли какие-то меры, чтобы вот обратили внимание там оккупанты на его состояние здоровья? Может быть, удалось связаться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой? Безусловно, я все время это делаю. И как только у меня есть информация, мы все время на связи с адвокатом, с дочкой, с женой Эдема Бекирова. То есть я знаю, какое состояние у Эдема. И все время об этом говорю, пишу, звоню своей визави в Российской Федерации Татьяне Москальковой. Она, к сожалению, отправляет это на так называемую уполномоченную Лубину. Лубина приходит в камеру, говорит все, что слова Денисовой не подтверждаются, но тем самым после этого они все-таки вывозят Эдема Бекирова, там в больнице Семашко его осматривает кардиолог либо эндокринолог. После последнего осмотра они ему увеличили дозу инсулина. Безусловно, это беспокоит, что у него ухудшается здоровье и работа внутренних органов. И вот то, что вы сейчас протранслировали, да, это и удушье, и он давно спит сидя, на каждой, и в том числе и комитету по пыткам, все это сказано. К сожалению, пока нет никакого прогресса, но мы продолжаем. Я надеюсь, что вот на этой неделе у меня еще будут некоторые встречи, которые все-таки результатом такого будут, что все-таки Эдем Бекиров будет хотя бы перевезен в гражданскую клинику, где ему будет оказано соответствующее лечение и поддержка. Спасибо вам большое. Это была Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады по правам человека. Мы говорили о возможном освобождении наших пленных военных моряков и о состоянии здоровья Эдема Бекирова, крымско-татарского активиста.